Evet, сайгылуу достар, бөле незетлі ичимликлерден туғанларыңызны, қорантаңызны сабадан қувандырсаңыз, сіздің де олардың да сабасы пек яқшы башлар. Біз есе яйнымызны девам етіп, сізге біздің мұсафырымызны тақдим етмеге істейміз. Elbette sabahsı güzel başlar dedin ve en esası sağlam olacaklar. Doğru. Ve tamam sağlık bizim bugünkü mevzumuz dostlar ve biz sizge bizim misafirimizni takdim etmege aşıqamız. Bizim studiyamızda Qırım Cumhuriyeti Sağlık Saqlav Nazirligining shtatdan tish travmatolog ortopedi, ortopediya ve endoprotez yapıv bölügining mudiri Pavel Fedulichev. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Очень приятно вас видеть. Вот, прекрасное настроение, замечательно утро. Как обычно начинается утро у врачей? Ну, как всегда, с планерки, с обхода, осмотра больных. Павел Николаевич, эндопротезирование. Для многих из нас этот термин звучит как будто взятый из области научной фантастики. Но мы знаем, что это сегодня практикуется в современной медицине. Расскажите, что это такое? Дело в том, что эндопротезирование – это замена пораженного сустава искусственным металлическим, который полностью убирает боль и возвращает объем движений пациенту. Сколько таких операций в год вы проводите? Это высокотехнологичная помощь. В нашей больнице выполняется по обязательному, в рамках обязательного медицинского страхования. Запланировано 1465 случаев в этом году, уже выполнено 1440, что составляет 98% вот на ноябрь месяц. И в рамках дополнительной медицинской помощи по федеральному бюджету с софинансированием Республики Крым запланировано 740 случаев дополнительно. Уже выполнено за 5 месяцев 2018 года 530, что составляет 72%. То есть мы так хорошие объемы берем и выполняем их. И все-таки замена суставов. Как происходит этот процесс? То есть больной к вам приходит со своей проблемой, и вы уже вот как готовятся вот, искусственные суставы. То есть под каждого пациента, конечно же, индивидуально. Да, конечно. Под каждого пациента подбирается индивидуальный сустав. Мы работаем с несколькими мировыми производителями, которые поставляют нам свою продукцию. Это протезы, проверенные уже многими годами во многих странах. Вот. Пациент приходит сначала на консультацию. У нас, тем более, что в этом году пошел проект «Здоровые суставы». Врач проекта Шалдыбин Антон Владимирович. Идет скрининг заболеваний суставов, после чего определяется либо лечение консервативное, либо операция в нашем учреждении или в любом другом, в том числе эндопротезирование. Мы планируем пациента, он готовится, если противопоказаний медицинских нет, то выполняем эту операцию. А могут ли быть какие-то осложнения? Ну, конечно, осложнения всегда бывают при любой операции, к счастью, их не так много, Поэтому идет первичный скрининг, обследование предоперационное, которое выявляет сопутствующую патологию, и мы корректируем эту патологию, мы, специалисты узкие, для того, чтобы потом не было осложнений послеоперационных. А может ли эндопротез, новый искусственный сустав, полностью заменить настоящий сустав человека? Не ощущает ли человек потом дискомфорта? Ну, большинство нет. В редких случаях только дискомфорт. В основном это полностью заменяет, убирает боль и восстанавливает функцию. А дискомфорт, наверное, впоследствии каких-то осложнений все-таки? Да, обычно. Расскажите, какие эксклюзивные операции проводятся в вашей больнице? Ну, дело в том, что на базе нашей больницы создано два крупных центра. Это Республиканский травматологический центр и комбустиологический центр, ожоговый центр. Вот. Кроме того, есть отделение хирургии, реанимации, анестезиологии, которые также помогают лечить больных и выздоравливать им. Поэтому у нас много различных операций. И вертебропластика, краниопластика, которая выполняется в нейрохирургическом отделении, заведующий Семкин Константин Вячеславович, в ожоговом отделении, в комбустиологическом центре производят кожные пластики. Зуева Нина Николаевна
прекрасно руководит центром. В хирургических отделениях реконструкции внутренних органов. Голомидов, Власов руководят. В отделении травматологии реконструкция крупных костей, патология, ложные суставы, неправильно сросшиеся переломы, коррекция стоп. Ващенко Павел Владимирович со своими докторами прекрасно создает людям нормальную жизнь. В ортопедическом отделении, где я руковожу, у нас в основном пластики крупных суставов и эндопротезирование. Сейчас мы специализируемся на этом. То есть на территории Крыма эти операции проводятся только у вас? Нет, почему же? Есть Ялта, есть Севастополь, но в основном Крым идет весь в 6-ю больницу. А с какими травмами к вам обращаются чаще всего? Ну, с учетом того, что у нас травматологический центр высокого уровня, к нам везут всю тяжелую травму со всего Крыма. Самый тяжелый случай. Самые тяжелые случаи – это сочетанная политравма, комбинированная травма, тяжелые внутрисуставные повреждения конечностей, множественные переломы длинных трубчатых костей. То есть сегодня можно заменить не только сустав, но и целую кость. По крайней мере, часть кости можно вырастить, да. Вот у нас в подотделе костно-гнойной инфекции делаются монолокальные остеосинтезы, где выращивают до 20 сантиметров кости. Интересно. Сколько сотрудников в вашем травматологическом отделении? Ну, в травматологическом центре более 60 сотрудников. Вот. И кого бы хотелось отметить все-таки лучших из Я вот лучших? хочу повториться, у нас руководители отделений: Власов, Голомидов, Зуева, Семкин, Люперсольский, Ващенко, Исаев, серьезные такие специалисты. Молодежь подрастает вот, в травматологическом отделении: Колофатов, Шалдыбин, Тимовский, в ортопедии Ганиев, Исмаилов, Ибрагимов. Люди, которые уже на хорошем уровне выполняют много больших серьезных операций. Вы сказали о проекте «Здоровые суставы». Расскажите, что это за проект, все-таки подробнее, какие его основные цели и достигли ли вы уже каких-то результатов? Ну, это первичный скрининг заболеваний суставов, то есть учреждения присылают своих сотрудников в рабочее время, дают возможность пройти профосмотр, по сути дела. Вот, и выявление жалоб, назначение до обследования и первичной терапии. Потому что очень многие люди не успевают из-за загруженности посетить врачей в поликлинике, поэтому идет напрямую общение с министерствами, с ведомствами, с учреждениями. То есть в рамках проекта, получается, обследуются люди, которые работают на каких-то государственных учреждениях? Предприятиях, да. И что касается результатов? Пока результаты небольшие, но мы работаем всего месяц. Но люди отмечают большую доступность помощи, удобство. Потому что предприятие отпускает человека на полдня сходить к врачу, провериться, определиться со своей проблемой. Это очень важно. Расскажите, сколько лет вы уже в области медицины? Уже 20 лет. А почему решили связать свою, так сказать, жизнь именно с медициной? С чего все начиналось? Ну, с медицины началось с того, что просто интересно помогать людям. Достаточно сложный труд, но интересный. И в детстве я познакомился с Леонидом Константиновичем Демским, который сейчас создал на территории Крыма Центр реабилитации зрения. Вот. Меня поразило то, что человек занимался и медициной, и техникой, многое делал своими руками, и мне захотелось тоже чем-то заняться подобным. А ортопедия, травматология – это как раз рукоделие. Человек может и лечить, и делать руками новые суставы, новые руки, ноги, по сути дела, собирать все это в кучу. То есть вы непосредственно сами изготавливаете эти суставы? Нет, не изготавливаем. Мы работаете, так сказать, над этим? устанавливаем. Просто каждый человек индивидуален. Повреждения, поражения различные.
и приходится восстанавливать и ось, и ротацию конечностей. То есть достаточно много, многогранная, скажем так, специальность. И все видно на снимке тут же, очень удобно. Были ли у вас в жизни такие переломные моменты, когда хотелось все бросить и не связывать больше жизнь с медициной? Не, ну переломные моменты, конечно, всегда бывают. А вот бросить нет, хотя иногда руки опускались. Хотя бы взять отпуск, да? Ну, отпуск всегда помогает восстановиться и вернуться к своей работе полноценно. Что касается эндопротезирования, используется сегодня это в стоматологии? В стоматологии? Ну, протезы, зубные протезы тоже в стоматологии, Это, конечно. можно сказать, то же самое, да? Ну, очень близко. Очень близко. Но у нас в челюстно-лицевой, в отделении челюстно-лицевой хирургии делаются очень сложные реконструкции нижней и верхней челюсти, врожденные заболевания лечатся, посттравматические дефекты, тоже очень серьезные вещи, не только эндопротезирование. Спасибо, что пришли сегодня. Мы вам, конечно, желаем успехов и ваш, так сказать, карьерного роста. И, конечно же, очень, не то чтобы надеемся, но уверены в том, что, конечно же, вы еще поможете не одной сотне людей. И по традиции, ваши пожелания нашим телезрителям. Спасибо большое за пожелания. Я хотел бы пожелать телезрителям быть здоровыми, быть счастливыми. Если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь к докторам. Лучше специалисты вам помогут, чем вы будете лечиться самостоятельно или ждать помощи неизвестно от кого. Чего. Спасибо большое. Хорошего дня. Ойледи сайгылы достлар, бізім көремізки бізім тібиетіміз инкишаф етті тамам бойле инсанларының сайысында. Şimdi ise келіңіз қыса бір тенефіс япып музыкалы клипні сейретейік.